Эфир нашего телеканала. Продолжаем обзором экономических, спортивных и других событий. Начнем с актуального курса валют. Итак, по информации Центробанка, доллар сегодня на отметке в 74 рубля и 94 копейки. Евро 90 рублей 43 копейки. Выгодный обмен в Якутске сегодня следующий. Доллар выше всех покупает Альфа-банк за 73 рубля и 99 копеек, а продают Азиатско-Тихоокеанский банк за 74 рубля и 69 копеек. По евро выгоднее примет АТБ за 89 рублей 82 копейки, а продаст Россельхоз за 90,58. Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 миллиона гектаров. Минсельхоз, исполняя поручение премьера Михаила Мишустина, внес в правительство проект госпрограммы по их вовлечению. К нам с обзором экономических событий подключается Иван Лазаренко. Иван, приветствую. Что даст экономике страны эта программа? Василий, здравствуй. Одна из целей этой программы – вовлечение в оборот не менее 12 миллионов гектаров земель к 2030 году. По подсчетам экспертов, именно такую площадь дополнительно нужно использовать, чтобы выполнить задачу по экспорту к 2024 году продукции агропромышленного комплекса на 45 миллиардов долларов. Вы смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство России подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. На нее планируется потратить 754 миллиарда рублей и вовлечь в оборот 13 миллионов гектаров пустующих участков. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что к 2025 году будет проведена инвентаризация всех земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования. Вовлечь в оборот планируется не менее 13 миллионов гектаров незадействованных сельхозземель. Мишустин также не исключил увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий. Минтруд разработал законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России со следующего года будет наделен дополнительными полномочиями в рамках социального казначейства. В частности, предлагается через Пенсионный фонд России назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам. Как отметили в Минтруде, планируется внедрить беззаявительный порядок выплаты компенсации Пенсионным фондом России на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, а также информационной системы Российского союза автостраховщиков. Передача этих полномочий в Пенсионный фонд России позволит синхронизировать предоставление гражданам пенсий и других соцвыплат, избежать обращения граждан в различные инстанции, исключить временные материальные затраты для них, объяснили в министерстве. Налоговые льготы и отсрочки являются более привлекательными мерами господдержки для бизнеса в России, чем прямые выплаты из бюджета. Так, 58% бизнесменов, участвовавших в исследовании Центра стратегических разработок, назвали снижение налоговой нагрузки самой желанной формой господдержки. Об отсрочке по налогам и платежам мечтают 34% респондентов. За субсидирование тарифов и платежей высказались 33%, за снижение льготных ставок по кредитам 27%. При этом законодательного ограничения тарифов и платежей хотели бы 25% респондентов. За снижение административной нагрузки выступили 14% опрошенных, о необходимости помощи с выплатой зарплат сотрудникам заявили 9% предпринимателей. При этом 50% опрошенных компаний подчеркнули, что нуждаются в господдержке. Чаще всего они говорили компании тяжелой промышленности 59%, а также торговли и сферы услуг 57%. Тем временем правительство России собирается сократить программу льготного кредитования бизнеса. Будут пересмотрены ряд условий программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, суммы максимальных займов снизятся, сроки финансирования на пополнение оборотных средств сократят в 3 раза. Для микро и малого бизнеса сумма максимального займа уменьшится с 2 миллиардов рублей до 200 миллионов и 500 миллионов рублей соответственно. Сроки финансирования на пополнение оборотных средств собираются сократить с 3 лет до 1 года. Также предполагается сокращение субсидирования льготных кредитов для компаний, представляющих строительную отрасль. Получить льготные кредиты не смогут также компании, где учредителем с долей больше 25% капитала выступает крупный бизнес. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что утвердил программу льготной ипотеки для семей, благодаря которой они получат возможность получать займы по 6% годовых для постройки индивидуальных частных домов. При этом дополнительные 20 тысяч жилищных займов на общую сумму 79 миллиардов рублей будут выданы именно благодаря изменению в сторону расширения государственной программы. Отмечается, что около 20 тысяч российских семей получат возможность сделать свои жилищные условия лучше. Одним из условий получения данной ипотеки
ипотеки является внесение первого взноса в размере 15% от цены на участок и строительство дома в рамках заключенного договора подряда. При этом срок, на который может быть оформлена ипотека, составляет 30 лет. К этому часу у меня пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, на этом я с тобой прощаюсь. Передаю слово тебе. Обзор экономических событий для нас провел Иван Лазаренко. Иван, спасибо. В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Петр Ильичев». Судно пополнило ряды Черноморского флота. По традиции, перед спуском корабль осветили, а его корпус была разбита бутылка шампанского. Данная серия судов будет проходить службу по всем 4 флотам России. После пуска корабля работы по его достройке будут продолжены. Отмечается, что в ближайшее время заводская сдаточная команда начнет подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача судна ВМФ ожидается в конце 2021 года. Поскольку были при постройке применены самые передовые технологии, в общем-то, в мире боевых кораблей по таким технологиям не делает никто. Современное вооружение и позволяет сбалансированно уже строить военно-морской флот. Поэтому эти корабли этой серии являются кораблями противоминной обороны. Что сказать, где будут проходить службу? Проходить службу будут все корабли серии, так поделены, по всем 4 флотам. Теперь о текущей ПИД-обстановке в нашем регионе. 95 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Из них в Якутске 56 заболевших, Мегино-Кангалский район 11, Жиганский 6, Татинский 5, Алданский 4, Вилюйский, Намский районы по 3 случая, Кобяйский 2 и единичные случаи в Нерюнгринском, Среднеколымском, Тампонском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Теперь о прививочной кампании. По-прежнему в регионе действует почти 2500 пунктов вакцинации и более 100 мобильных бригад. В Якутии из 114 500 доз вакцины реализовано почти 94%. Первый компонент получили 106 500, второй – 62 500 человек. МЧС отправляет в Индию 22 тонны гумпомощи против коронавируса. Груз доставят с подмосковного аэропорта Жуковский на самолетах Ил-76. На борту будут содержаться медикаменты и оборудование. Общий вес посылки 22 тонны, объем 190 кубических метров. В соответствии с указанием президента Российской Федерации 28 апреля сего года осуществляется доставка в дружественную нам Индию груза гуманитарной помощи для минимизации распространения коронавирусной инфекции. В состав груза входят лекарственные препараты, медицинские изделия, другое оборудование общим весом 22 тонны и объемом 190 кубических метров. Далее о событиях в мире. Ученые нашли в провинции Дакахлия на севере Египта десятки могил, относящихся к периоду культуры Мадибуто, существовавшей до появления фараонов. О находке Артем Сторонов. Египетские археологи обнаружили в дельте Нила десятки захоронений, относящихся к культуре Маадибуто, существовавшей на территории страны более 5000 лет назад, еще до появления первой династии фараонов. В том же месте ученые нашли десятки могил гиксосов, азиатских народов, завоевавших часть Древнего Египта гораздо позже, в 18-16 веках до нашей эры. Представители дофараонской культуры захоронены в овальных ямах на левом боку в позе зародыша, в то время как гиксосы в классических прямоугольных нишах на спине. Все останки лежат головой на запад. Рядом были найдены предметы посуды, амулеты, ювелирные изделия, печи и остатки кирпичных стен. Специалисты пытаются установить, как гиксосы и древние египтяне сосуществовали вместе и насколько первые переняли быт и культуру последних. Фонтаны лавы вулкана Фаградаль на юго-западе Исландии достигают 50 метров. Жители полуострова Рейкьянес смогли наблюдать очередное извержение. Нынешний всплеск является рекордом для вулкана с начала проявления его активности с 13 апреля. Тогда же в горе образовались 7 трещин, через которые и извергалась лава. Гора, которая по некоторым данным не проявляла активности на протяжении 6000 лет, расположена в 40 километрах от Рейкьявика. Крупный аллигатор появился на футбольном поле в Орландо, где проходила тренировка футболистов из Канады накануне матча. Рептилия вызвала переполох в рядах игроков.
Тренировка футболистов из Торонто накануне их первой четвертьфинальной встречи в рамках турнира CONCACAF в понедельник началась с переполоха. На поле внезапно вышел массивный аллигатор, появление которого вызвало панику у игроков. Для Канады, где обычно расквартированы спортсмены, это зрелище небывалое. Но во Флориде, где футболисты находятся сейчас, такое происходит сплошь и рядом, что доказал сотрудник технического персонала, прогнавший рептилию голыми руками. В связи с ограничениями на путешествия, введенными из-за пандемии коронавируса, четвертьфинальный матч CONCACAF против мексиканского Крус-Азуль было решено провести в Орландо. Он должен состояться во вторник в 10 часов вечера по местному времени. Зоопарк Хиллабрун в Мюнхене пока закрыт для посетителей. В ожидании гостей слоненок Отто исследует свой вольер и наслаждается хорошей погодой. Сергей Берец продолжит. Первая весна в жизни слоненка Отто пришлась на пандемию COVID-19. Он родился 22 марта в зоопарке Хиллабрун в Мюнхене. Благодаря хорошей погоде детеныш много времени проводит на свежем воздухе в просторном вольере под присмотром матери Тэмми и тетушек Мангалы и Пананг. С 14 апреля зоопарк закрыт по распоряжению властей на неопределенное время. Отто, по словам руководителя бригады смотрителей Даниэля Матерны, скучает по посетителям, с которыми уже успел познакомиться раньше. Когда Отто в первый раз вышел в открытый загон и увидел множество людей снаружи, он очень обрадовался и устроил целое представление, трубил хоботом. Теперь он ждет, когда гости вернутся. Настанет день, и Отто придется покинуть семью. Возможно, впрочем, что он сможет задержаться, поскольку установил хорошие отношения с вожаком стада по кличке Гаджендра. Когда он станет большим и сильным слоном и обзаведется бивнями, начнутся приставания к теткам. Мы будем следить за тем, как идут дела. Наверное, и Гаджендра сможет научить его, как должен вести себя самец. Пока же младший отпрыск слоновьего семейства развлекается и исследует окружающий мир, как и положено ему по возрасту. Возвращаемся к нашему региону, а конкретнее к городам. Ленск готовится к лету и ремонту дорожного полотна, а также к отсыпке грунтом прилегающих улиц. Но коммунальные службы города столкнулись с проблемой. Грейдер не может пройти по периферийной дороге из-за захламленных придомовых территорий. Если жители частного сектора не поспешат очистить муниципальную землю от личного имущества, им грозит штраф и возможность остаться без отсыпанной дороги. Анна Кожевникова сейчас находится на прямой связи со студией. Анна, здравствуй. Покажи, что это за имущество. Василий, здравствуйте. Мы сейчас находимся на одной из прилегающих улиц Ленска. Это самый центр города. И, как видно невооруженным взглядом, ленчане оставляют за пределами своих владений, видимо, все, что у них не умещается во дворах. Но это наказуемо по закону, так как земля муниципальная, ее необходимо очистить от своего личного имущества. И второе, подрядчики по уборке улиц столкнулись с такой проблемой, как не может пройти транспорт по улицам частного сектора. Зимой очистить от снега, а летом произвести подсыпку. Буквально на апрельской сессии районных депутатов были выделены дополнительные финансовые средства на ремонт улиц, и в том числе на профилирование с дополнением грунта как раз-таки прилегающих улиц частного сектора. Подробнее о проблеме нам расскажет главный механик общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» Андрей Орлов. Андрей, здравствуйте. Расскажите, Анна, здравствуйте. С чем вы столкнулись? Да, у нас с 1 мая начинается летнее обслуживание дорог общего пользования. Это начали мы на данный момент уборку центральных улиц от песка, мусора, уборка тротуаров и так далее. С 1 июня у нас начинается отсыпка и профилирование грунтовых дорог. Это второстепенные улицы, да? Мы вот сталкиваемся с такой проблемой захламления улиц. Наша данная спецтехника в некоторых местах не может расширить дорогу до тех размеров, которые положено. В плане того, что люди стараются свой личный имущество складировать возле своих домов. И поэтому, вот, например, зимой у нас столкнулись с тем, что люди захламили до такой степени улицы, да, что у нас спецтехника просто не могла пройти в улицу. И для этого мы обратились, мы все хотим даже на прилегающих второстепенных дорогах ездить по широким, хорошим улицам, да, при этом, что выделяется отсыпка администрации и так далее. Для этого мы обратились
в административную комиссию района, чтобы они нам помогли в этой проблеме. Они каждый год стараются, весь объем, я понимаю, сразу не охватить, но я думаю, что нам надо в этом направлении продолжать двигаться, чтобы они навели порядок. Да, вот сейчас как раз мы узнаем у председателя административной комиссии Ленского района, какие меры предусмотрены административным кодексом Республики Саха-Якутия, какие штрафы ожидают граждан, если они не уберут свое личное имущество вовремя с муниципальной земли. Анатолий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. В этот период времени мы знаем, что, конечно, немножко приостановилась работа. Не то, что приостановилась, а зная о том, что, значит, пандемии год, да, он, конечно, немножко нам сократил в этом плане работу, потому что мы работали по профилактике коронавирусной инфекции. То есть в этом направлении, конечно, мы немножко работу сбавили. Поэтому сейчас, значит, мы буквально вчера совещались, значит, с указанными работниками, в частности, по дорожной деятельности, со специалистами администрации муниципального образования города Ленска и наметили план мероприятий по работе, по профилактике, значит, не только по частному сектору, но и в целом в городе по уборке объектов, которые не только создают условия, значит, неблагоприятные для уборки дорог и так далее, но и в целом, значит, по соблюдению правил благоустройства. В этом направлении, конечно, мы уже много лет работаем. Мы знаем, что у нас город строится, есть проблемы и так далее, но мы их решаем. Если люди, которые не реагируют на эти факты, так, у нас идет ответственность по Кодексу Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Это, в частности, статья 6.25, где ответственность наступает как в виде предупреждения, так и штрафа. Лица, которые длительное время не убирают, штраф доходит до 5000. Хорошо, спасибо. Как мы узнали, с 20 апреля начался двухмесячный по санитарной уборке города и благоустройству придомовых территорий. Административная комиссия уже выезжает и будет продолжать выезжать в рейды. По частному сектору мы к ним присоединимся. И затем проверим, убрали ли все-таки свое личное имущество с муниципальной земли недобросовестные граждане. Или стоит их все-таки наказывать рублем. Василий? Да, граждане, давайте все-таки ответственнее подойдем к вопросу. Как видно на заднем плане, там и тракторы, и дрова, и прочее. Давайте уберемся и все-таки будем ездить по хорошим дорогам. А на прямой связи из Ленска передавала Анна Кожевникова. Анна, спасибо. 10 человек эвакуировали при пожаре в торговых рядах в Якутске по улице Аюнского. Пожарные были на месте через 5 минут. На момент прибытия первого подразделения был виден черный дым. Эвакуированы 10 человек, говорится в сообщении. В результате огнем повреждена наружная стена и кровля торговых рядов. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники. Уголовное дело за уклонение от административного надзора предъявили 48-летнему мужчине в Якутске. Он скрывался от ответственности несколько месяцев. Подробности узнаем у Юрия Осипова. Он подключается к нам. Юрий, здравствуй. Что совершил мужчина? Здравствуй, Василий. Отмечается, что он ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против личности. Это побои и грабеж. Посещать территориальный отдел полиции и быть всегда на связи с участковым уполномоченным полиции его обязал суд. Однако, несмотря на проводимую с ним профилактическую работу, наличие семьи, мужчина продолжал вести сомнительный образ жизни. Ушел от жены, бродяжничал, не работал и злоупотреблял алкоголем. За нарушение решения суда в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в социальный центр. Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. После разговора с лжесотрудником банка жительница Нирингри лишилась более 1,5 миллиона рублей. 57-летняя нирингринка рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный. Представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги и что якобы данная операция была приостановлена. Затем ей позвонил другой мужчина, который тоже представился сотрудником банка. Звонивший убедил женщину, что необходимо снять все деньги с карты и перевести на специальные счета, чтобы мошенники не смогли их похитить. При этом вежливо извинялся за причиненные неудобства. Успокаивая потерпевшую, лжеспециалист сказал, что будет создан новый счет на ее имя, куда будут переведены ее деньги. Затем попросил пройти к банкомату и перевести всю сумму на номера счетов, которые он будет диктовать. Женщина отправилась к банкомату, расположенному в одном из магазинов, и стала переводить деньги на указанные счета.
Отмечается, что при этом к ней подошел охранник и попытался ее остановить, говоря, что она общается с мошенниками. Однако потерпевшую это не остановило, и она продолжила осуществлять переводы. Но даже когда заявительница выполнила все действия, аферист не остановился и продолжил вводить ее в заблуждение. Он сообщил, что на ее имя оформили кредит, и чтобы его аннулировать, необходимо самой оформить данную заявку и перевести деньги на указанные счета. Что женщина и сделала. Таким образом, думая, что спасает свои сбережения, потерпевшая перевела мошенникам более 1 000 000 рублей личных денег и 500 000 рублей, оформленных в кредит. В отношении жителя поселка Жатай возбуждено уголовное дело за хулиганство. В дежурную часть полиции поселка Жатай поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что неизвестный выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Инцидент произошел в вечернее время суток во дворе многоквартирного дома. Полицейскими установлен злоумышленник, которым оказался 53-летний мужчина. Выяснилось, что в тот вечер подозреваемый у себя в квартире распивал с родственниками спиртное. После застолья один из гостей пошел домой, но далеко не ушел и заснул на скамейке у подъезда. Когда мужчина вышел покурить во двор, то увидел лежащего родственника и сидящих на соседней скамье 2 молодых людей. Сделав неправильные выводы, он решил, что парни его побили и начал предъявлять им претензии, на что молодые люди не отреагировали. Тогда мужчина поднялся в квартиру и вернулся уже с охотничьим ружьем в руках. Парни снова проигнорировали его провокации, после чего злоумышленник выстрелил в воздух, чтобы доказать им, что ружье заряжено. Не получив ожидаемой реакции, мужчина вернулся домой и спрятал ружье в сейф. А тем временем один из молодых людей позвонил в полицию. В настоящий момент оружие изъято. Нирингринка стала жертвой мошенников, продавая товар на сайте Авито. В полицию Нирингринского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что разместила объявление о продаже хоккейного обмундирования. С ней связалась девушка и спросила, можно ли приобрести данный товар доставкой, на что женщина согласилась. После того, как сумма была оговорена, лжепокупательница отправила ссылку якобы для получения оплаты товара. Ничего не подозревая, заявительница перешла по данной ссылке, ввела свои персональные данные, номер банковской карты. Сразу после этого она увидела, что с ее карты списаны деньги. Только тогда потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников. В Амурской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей поставку наркотиков в Якутию и северные районы Приамурья. В апреле текущего года 16 ее активных участников задержаны. В настоящее время подозреваемым инкриминируется 15 фактов сбыта наркотиков растительного происхождения, совершенных в крупном размере. Изъято более 7 килограммов гашишного масла, мобильные телефоны, огнестрельное оружие, патроны, а также деньги, происхождение которых в настоящее время устанавливается. По всем фактам сбыта возбуждены уголовные дела. Соучастникам от 36 до 57 лет. Среди них жители городов Благовещенск, Изея, а также Тамбовского района Амурской области. Основных фигурантов полицейские задержали одновременно в 3 населенных пунктах области. Предполагаемый организатор преступной деятельности – житель Благовещенска, 1982 года рождения. По данным оперативников, с целью избежания наказания данный гражданин намеревался в ближайшее время уехать за границу. 6 фигурантов заключены под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности организованной группы. 8 человек стали жертвами пожара в одном из хостелов в Риге. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. 8 человек погибли в результате пожара в нелегальном хостеле в центре латвийской столицы Риги, который произошел ранним утром в среду. Об этом сообщили власти города. Еще 9 постояльцев попали в больницу, а оставшиеся 24 человека были эвакуированы спасателями. По словам мэра Мартинша Стакиса, в отеле, расположенном возле главного вокзала, жили в основном иностранцы. Однако откуда прибыли люди, находившиеся в гостинице, не уточняется. Глава города подчеркнул, у отеля не было необходимых разрешений на работу, его обустроили в обычной квартире. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, ну а к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Юрий Осипов. В Якутске начали разработку единой концепции озеленения.
На сегодняшний день вопрос решается высадкой однолетних цветов и кустарников. Популярной является ива, причем один из самых некрасивых ее видов – прутовидная. Житель Николай Кудрин предлагает, к примеру, выращивать вдоль городских улиц пальмы. Возможно ли это, нам расскажет Ульяна Шагина. Ульяна, ты в прямом эфире. Расскажи, как в северной столице можно посадить пальмы. Добрый день. Возможно и вполне даже реально, как оказалось, сплести из ивы, из такого вот вроде как невзрачного на первый вид кустарника можно сплести вот такую вот красивую пальму. Мы сейчас находимся в гостях у Николая Кудрина. Он является учителем труда во Дворце детства, и одним из его хобби, помимо изобретения различных устройств, является плетение ивы. Начал он плести совсем недавно. Давайте спросим у него. Николай сейчас рядом со мной. Николай, добрый день. Здравствуйте. Ну вот расскажите, пожалуйста, что это за ива и что из него можно сделать? Ну вот я как-то в прошлом году, считай, летом посмотрел в Ютубе, что люди, оказывается, плетут из сорняка. И загорелся тоже как бы этой идеей. И по осени, когда лед встал на островах, я нарезал достаточное количество. Я думал, зимой буду заниматься. И сначала как декоративно сделал. А так вот на днях я сделал, срезал и на воду поставил где-то на недельку и вот посадил на грунт. Ну, получается, это живое дерево? Да, сейчас живая, а сзади у меня вот декоративные стоят. Ну, в квартире можно держать. А можно вот таким способом озеленить город, как вы считаете? Ну, я считаю, вполне реально. Ну, этим надо заниматься. Может, грунт ему не понравился, может, ветреная сторона, он солнце-то любит хорошо. То есть изучать надо, да? Да, изучать. Ну, опыт какой-то надо сначала руку набить, как бы, как говорится. Хорошо. Ну, я расскажу, что вообще заниматься таким вот плетением ивы начали датские супруги в 2002 году. После этого вот это вот хобби распространилось уже не только по всему миру, но и мы, как видим, даже и в Якутске начали этим заниматься. Ну, Николай сейчас нам покажет, да, технологию, как это все сделать. Нужно обязательно, чтобы ива была в горшке, да? Ага, да, в горшке. Ну, она любит очень влагу. Почти мокрый грунт стоит. Потом она неделю стояла дома. Сейчас на улице холодно. В доме держала неделю. И там маленькие такие пупырышки появились. Ну, как бы будущие корни. И потом их пересаживаем на грунт. И надо вот так оплести, чтобы тут узор получился, ромбика. Ну, это для красоты как бы делается. И тут можно, я из 2 прутьев сейчас плету. Можно 3 плести, можно одинарно сделать, ну, много. То есть технологии разные могут быть, да? Да. И сколько примерно вот такое дерево может простоять? Ну, я считаю, где-то года 3 или 5. Как-то. В хороших условиях, видать. На улице, да? Обязательно на улице? На улице. Ну, не только пальмы, и там изгородь плетут, потом беседки плетут на дачу, например. Ну вот уже где-то ближе к лету это все озеленится, да, и получается вот на таких вот плетеных прутьях в результате получится красивая такая зеленая крона. Ее нужно подрезать, наверное, ухаживать, да? Да. Вот боковые побеги мы убираем, вот такие маленькие, и крону оставляем, и потом постригать надо будет крону, ну, подровнять. Ну, можно как кубики сделать, если получится. Шар можно сделать. Ну вот один из помощников Николая, это его внук, да, Сулус, ему 12 лет, он ученик 6 класса. Сулус, расскажи, пожалуйста, вот любишь, да, деду помогать? Да, это очень интересное занятие, каждый раз с дедушкой вместе. Вместе, да? Ага. Ну вот таким вот образом вместе, да, каждый день они вот начали уже плести, можно сказать, сколько здесь, 1, 2, 3, где-то около 6 ив, да. Пока что, конечно же, продаж не было, да, но Николай, конечно, это не его главная самоцель. Главное сейчас для него это хобби, ему интересно все это, он пока пробует, пока что только все начинает, но я думаю, что в результате, если этим заниматься,
В принципе, такие вот ивы, да, красивые, они намного лучше, чем те же невзрачные ивы, которые сейчас растут вдоль наших столичных дорог. Ну, у меня на этом все. Более подробно о том, как это все сделать, можете посмотреть в вечерних наших выпусках. Передаю слово коллегам. О возможном будущем проекте и идеях озеленения города передавала Ульяна Шагина. Ульяна, спасибо. А вот еще одна идея. Жители и гости Краснодара могут насладиться удивительными композициями из редких деревьев, цветов, а также ознакомиться с новыми арт-объектами. В парке встречаются как привычные глазу цветы, вроде анютиных глазок, так и редкие экзотические деревья. Однако из новшеств парка памятник «Внутренний ребенок», выполненный в виде 4 зеркальных фигур улыбающихся детей. Архитектором объекта является американский скульптор. Посетители могут также прогуляться по необычным водным дорожкам, покормить карпов в небольшом искусственном пруду и сделать фотографии. На дальневосточном чемпионате по киокушинкай, прошедшем на днях в городе Владивостоке, алданские каратисты взяли серебряные и бронзовые медали. Как признаются сами спортсмены, уровень подготовки соперников оказался высоким. Татьяна Вахнина пообщалась с ними и расскажет подробнее. Копилка побед алданских каратистов вновь пополнилась достижениями. Мастерство ребята показали на дальневосточном чемпионате до киокушинкай, прошедшем на днях в городе Владивостоке. Как проходили поединки, нам рассказал председатель Алданской федерации карате Антон Ильин. Антон, сколько человек представили Южную Якутию? В составе сборной Республики Саха-Якутия в этот раз мы вывезли 14 спортсменов. Это были как опытные спортсмены и как только ребята, впервые выезжавшие за пределы республики. Как проходил чемпионат? Первенство проходило в 2 дня. В первый день у нас выступали ребята 10-11, 12-13 лет, во второй 14 и выше. И кто стал соперниками алданских каратистов? Конкуренция была сильнейшая. Принимали сильнейшие спортсмены со всего Дальнего Востока. Данный турнир является отбором на первенство России и на международные турниры. У ребят были оппоненты из города Хабаровск, Владивосток, Сахалин, Еврейская автономная область. Почти со всеми регионами мы подрались. Соперничество было серьезным. Как показали себя наши алданские ребята? Вся команда, несмотря от своих целей и задач, все ребята выступили хорошо, все выступили достойно. Мы показали лучший результат за 26 лет существования организации, вообще якутской в целом, именно нашей ветви ЯКО. Вот в этот раз мы привезли 4 вторых и 1 третье место. Спасибо, Антон. Напомним, алданские каратисты показывают высочайший уровень мастерства на соревнованиях различного уровня, как на региональных, так и на общероссийских. Победы ребята завоевывают и на международных первенствах, ежегодно проходящих в Японии. А российские гандболисты обыграли команду Фарерских островов в матче отборочного раунда чемпионата Европы. Детали знает Власий Сергеев, он подключается к нам. Власий, с каким счетом завершилась игра и как обстоят дела россиян в турнирной таблице? Василий, здравствуй. Россияне выиграли встречу со счетом 31-24. Благодаря этой победе они закрепились на первой строке своей группы и гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Мужская сборная России по гандболу на своей площадке со счетом 31-24 победила команду Фарерских островов в матче 3-го отборочного раунда чемпионата Европы. За один тур до конца квалификации россияне с 8 очками занимают первое место в группе 3, опережая идущих вторыми чехов на 3 пункта. Таким образом, российская команда гарантировала себе участие в финальной части соревнований, так как по итогам заключительного тура не опустится ниже 2-го места. Основной турнир чемпионата Европы пройдет в Венгрии и Словакии в январе 2022 года. Футболисты английского Манчестер Сити одержали победу над французским ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 2-1. В составе горожан результативными ударами отметились Кевин Де Брюйне и Рияд Маррес. Единственный мяч хозяев поля на свой счет записал Маркиньос. Отметим, что французский клуб доигрывал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за грубую игру прямую красную карточку получил полузащитник Идриса Гее. Этот матч стал 4-м в очном противостоянии клубов. Теперь в активе Сити 3 победы. Еще одна игра завершилась в ничью. Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая.
Баскетболисты московского ЦСКА на выезде со счетом 85-68 обыграли турецкий Фенербахче в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и вышли в финал 4 турнира. Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 34 очка. У хозяев площадки самым точным был Нандо де Кало. На его счету 22 балла. ЦСКА выиграл серию со счетом 3-0. Клуб в 9-й раз подряд вышел в финал 4. Отметим, что армейцы являются 4-кратными победителями турнира. Решающая часть Евролиги пройдет в конце мая в немецком Кёльне. «Авангард» впервые в своей истории стал победителем Кубка Гагарина. Накануне омский клуб на своем льду со счетом 1-0 обыграл московский ЦСКА в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу на 20-й минуте забросил нападающий команды хозяев Сергей Толчинский, который в итоге был признан самым ценным игроком стадии плей-офф. В его активе 6 взятий в ворот и 14 результативных передач. «Авангард» выиграл финальную серию до 4 побед со счетом 4-2 и стал 7-м по счету обладателем Кубка Гагарина. Напомним, на пути к финалу омские хоккеисты поочередно победили «Автомобилист», «Металлург» и «Акбарс». Перейдем к событиям нашего региона. Якутские боксеры стартовали на первенстве России. Соревнования проходят в Серпухове. В весе до 52 килограмм якутянин Евгений Мартынов, представляющий Санкт-Петербург, выиграл у дагестанца Северахмеда Саидмагомедова. В категории до 49 килограмм Валерий Толбан-Егоров оказался сильнее Данила Лысенко из Свердловской области. Таким образом, оба боксера вышли в четвертьфинал турнира. К сожалению, первый соревновательный день не обошелся без потерь. В стартовых поединках поражения потерпели Виталий Стручков и Назар Андреев. Сегодня из числа якутян ожидается выход на ринг Яна Алексеева, выступающего в весе до 56 килограмм. Якутянки вышли в полуфинал второго этапа спартакиады молодежи России по волейболу среди юниорок. Соревнования проходят в Якутске под сводами Дворца спорта 50 лет Победы. В рамках групповой стадии турнира якутские волейболистки потерпели поражение от сборной Приморского края, а также одержали победу над командой Бурятии. В полуфинале соревнований наша команда встретится с представительницами Сахалинской области. Встреча пройдет сегодня. Напомним, победитель данного турнира получит право выступить в финале спартакиады, который пройдет летом в Казани. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Василий, у меня на этом все. Передаю слово тебе. С победами и поражениями нас ознакомил Власий Сергеев. Власий, спасибо. Теперь к событиям в культуре. Егор Черин выходит за пределы республики. В преддверии Дня Победы 4 мая показы патриотического кино из Якутии «Рядовой Черин» пройдут в Московском кинотеатре «Иллюзион». В Петербургском кинотеатре «Великан Парк» 5 и 6 мая. Регулярный прокат проходит и у нас в регионе. В Москве показали фильм «Тыгындархан». Премьеру приурочили ко Дню Республики. В одном из центральных кинотеатров столицы собрались поклонники якутского кино. Их о впечатлениях расспросил наш субкор в Москве Максим Кардозов. Этой премьеры якутяне, живущие в Москве, ждали с нетерпением. За несколько дней до показа все билеты были проданы. Многие сокрушались, что в кинотеатрах еще действуют ограничения на количество зрителей, ведь попасть в зал смогли далеко не все желающие. Мы пришли всей семьей посмотреть в День Республики якутский фильм, где снялись наши родственники. В главных ролях сестренка моей жены и отец. И мой отец также снимался в роли Бахсыгыр, и сестренка снималась в роли Айталуко, дочь Тыгындархана. Да, поэтому мы этот день очень ждали. На премьере нас в Якутске не было, и мы уже отчаялись, думали, уже не попадем на фильм на большой экран, но у нас вот сегодня появилась такая возможность. Интерес к масштабной исторической драме не случайный. Фильм оценили не только внутри Якутии. Он получил несколько наград на кинофестивале «Вече». Мы где бы ни показывали этот фильм по России, в общем, люди, несмотря на национальность, они принимают, в принципе, одинаково. Потому что в этом фильме рассказывается не о нас, о народе Саха, а вообще о людях. Интерес к нашим фильмам сейчас действительно большой. В Москве во время майских праздников пройдет ретроспектива якутского кино. Зрителям покажут сразу 15 лучших картин, снятых за последние годы в республике. Это, в общем-то, предмет для серьезных исследований специалистов, кинематографов и не только. Я думаю, что и научный мир тоже заинтересовался и думает, почему именно так. Такие, казалось бы, простые истории, такие малобюджетные фильмы, в которых снимаются очень много непрофессиональных актеров, они получают самые высокие призы
И в этом есть феномен. Завершится ретроспектива якутского кино показом Тыгын-Дархана. Так что у всех, кто не попал на его премьеру в столице, еще будет возможность увидеть историческую драму на большом экране. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В мире сегодня отмечают День танца. Праздник посвящен всем стилям, а начало положено в 1982 году по инициативе Совета ЮНЕСКО. Праздник был посвящен балету. Об этом и других событиях, которыми примечательно 29 апреля. Обзор подготовила Екатерина Малиновская. 29 апреля – Международный день танца и Великий Чистый четверг у православных христиан. По народному календарю, если подул западный ветер – это к сырости, атмосферное давление падает медленно – это к ветреной погоде. 29 апреля 1770 года Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. Спустя 18 лет в 8 километрах к северу от места высадки начал расти город. Сегодня этот мегаполис называется Сидней. 29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии им электрона. 29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сунбек запатентовал изобретение зиппер или зип, которое сегодня нам известно как застежка-молния. В 1932 году в этот день в СССР созданы бригады содействия милиции. 29 апреля 2000 года Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты, похищенные в период Великой Отечественной войны. 29 апреля 1818 года родился Александр II Романов, российский император. В 1854 году в этот день родился Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, физик, астроном и теоретик науки. 29 апреля 1955 года родилась Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1958 году в этот день на свет появилась Мишель Пфайфер, американская актриса. 29 апреля 1970 года родился Андрей Агаси, американский теннисист, первая ракетка мира, олимпийский чемпион. В этот же день и год родилась Ума Турман, американская актриса и модель. Именины в этот день отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей. Теперь о погоде в крупных городах Якутии. Начнем по традиции с Алдана. Там -1 градус и снег, который продлится до вечера. Ветер до 10 метров в секунду. Вечером обещают -2, ночью -4. В Ленске уже можно понемногу почувствовать лето. Там +5 на термометре, без осадков, переменная облачность, вечером 0, ночью -3 градуса. Ветер в порывах будет достигать 8 метров в секунду. В соседнем Мирном даже еще теплее, на 1 градус. Там +6, солнечно, ветер до 4 метров в секунду, вечером +1, ночью -4, без осадков. Этого не скажешь о Нерюнгри. Там снег, который будет идти почти сутки, и температура воздуха +1 градус. Ветер до 9 метров в порывах. Вечером -1, ночью -3 по Цельсию. И о погоде в столице Якутск +3 градуса. Переменная облачность. Ночью температура опустится до -4, ветер до 4 метров в секунду. Влажность 48%, давление 755 миллиметров ртутного столба. И к этой минуте у нас пока вся информация. Спасибо вам за внимание и всего доброго.